общественной приемной главы Коми по Сосногорскому району провели прямую линию на тему «Доступный спорт для инвалидов». На вопросы отвечали сотрудники отдела физкультуры и спорта районной администрации, а также председатель Сосногорской городской организации инвалидов Валентина Митракова. Она отметила, что члены организации активно интересуются занятиями спортом и участием в различных соревнованиях. У нас с отделом спорта в данный момент очень тесные взаимоотношения. Дело в том, что они всегда планы работы, положения, они постоянно нам скидывают, где бы ни были соревнования, на каком уровне. И мы стараемся по силе возможностей везде участвовать. На большинстве районных соревнований организаторы предусматривают категорию для людей с инвалидностью. Занятия спортом, в частности для детей с особенностями здоровья, проходят 3 раза в неделю в физкультурно-оздоровительном комплексе в 6-м микрорайоне. На базе физкультурно-оздоровительного комплекса есть занятия оздоровительной дыхательной гимнастикой, это получается. Там у нас занимаются, и группа здоровья допускается присутствие всех желающих, в том числе деток с инвалидностью. Занятия проводит тренер по адаптивной физкультуре. Если в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида нет особых указаний касательно спорта, можно заняться общей физической подготовкой. Доступны занятия плаванием с инструктором в бассейне Аюва, а также верховая езда в конно-спортивном центре «Фортуна» в Усть-Ухте. Любые вопросы на тему адаптивного спорта можно задать по телефону 5 13 21. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Традиционно осенью в образовательных организациях повышается уровень заболеваемости детей острыми респираторными заболеваниями. Конечно, каждой образовательной организации проводится перечень мер по недопущению заболеваемости детей. Это и проветривание, и утренний фильтр, и спортивно-оздоровительные мероприятия, которые повышают иммунитет. Но этого всего недостаточно. Самой главной мерой, конечно, по борьбе с заболеваниями у нас является, как обычно, вакцинация. В настоящее время вакцинация в школах и детских садах детей уже началась, но идет она недостаточными темпами. К сожалению, большинство родителей на сегодняшний день пишут отказ от вакцинации своих детей. Мы призываем еще раз задуматься об этих мероприятиях. Коллективный иммунитет в детском коллективе очень необходим. Каждый год мы проводим эту работу и добиваемся необходимого результата для того, чтобы в определенный период заболеваемость снизилась, когда коллективный иммунитет уже будет достигнут. Я могу привести пример коллективного иммунитета в наших работников. Так как наши работники образовательных организаций подлежат обязательной вакцинации от гриппа, то есть значительная часть людей, которая не имеет противопоказаний, привита от гриппа. И если на сегодняшний день уровень заболеваемости среди работников у нас не более 1%, то среди детей уже более 10% детей, к сожалению, болеет. Конечно, когда уровень заболеваемости растет, мы принимаем такие меры, как закрытие классов, а то и школ на карантин. У нас уже была закрыта одна Нижнеотовская школа полностью на карантин, где уровень заболеваемости превысил четверть. В настоящее время она уже начала свою работу в нормальном режиме. Но вот на сегодняшний день еще 8 классов в 2 городских школах находятся на карантине. Как только карантинные мероприятия завершатся, мы надеемся, что дети выздоровеют за этот период и все приступят к обучению. Но массового заболевания нам допустить нельзя. Поэтому, конечно, мы призываем родителей, проводим дополнительную разъяснительную работу. Воспитатели в детских садах, естественно, работают с родителями по этому вопросу, что вакцинировать детей необходимо. Вакцина в этом году, кстати, пришла гораздо раньше, чем обычно. И несмотря на то, что у нас очень такой достаточно теплый и сухой выдался сентябрь, заболеваемость все равно растет вверх. Поэтому сейчас самое время задуматься над тем, как вовремя вакцинировать своего ребенка.